свои возможности делал это. Поэтому мы обязаны, каждый представитель народа Саха обязан просто от мала до великого знать, изучать и гордиться именем Алексея Алексеевича Кулаковского. Его знаменитые слова «ни влево, ни вправо, а выбрать средний путь вместе с Россией, решать и творить». Вот это главная заповедь, очень актуальная в наше время. Никакого евразийства, никакого глобализма. Вот эти движения сомнут прежде всего малочисленный народ. Ни культуры не признают, ни традиции этих народов. Все какие-то непонятные стандарты ведут. Поэтому я призываю вас, живите, творите своим умом, своими способностями, приобретая, обобщая лучший опыт мирового пространства, вот, быть всегда на высоте. Следующий урок – это многодетность. Якутская семья всегда была многодетной. И мы сегодня встречаемся с совершенно другой картиной, вызовом времени в худшую сторону. Большой эффект те меры, которые принимает наше государство, не дают эффекта. Значит, нам надо доказать и убедить, расширить и новые подходы искать, как эффективно эту проблему решать. Тот материнский капитал, порядка 600 тысяч, это стоимость 6 метров жилья нашей республики. Да? Если 100 тысяч квадратных метров стоит, то 600 тысяч 6 квадратных. Что решит, какую жилищную проблему? Какая это помощь? Покупательская способность рубля в наших условиях совершенно отличается от покупательской способности Центральной России. Но это наши ученые, глубоко анализируя, должны доказать, как Алексей Алексеевич доказывал это. Ведь в его письме специальное приложение, как создавать, организовать, развивать сельское хозяйство. И где найти деньги, он расписывает. Он великим экономистом. Он сам бизнесменом, он подрядчиком был в строительстве телеграфной линии Охотск-Якутск. Правда, его обманывали. Это следующий урок. Мне очень беспокоит, что мы количественно не растем. Хотя на словах ряд товарищей говорит, что мы локомотивы Дальнего Востока, у нас все хорошо, благополучно, продолжительность жизни скажем. Но статистика-то другое говорит. По количеству, по качеству жизни мы в 70-м месте в России находимся. И говорим, у нас все нормально. Это заблуждение большое. Нам очень серьезно работать с селом. У правительства нет другой заботы, чем поднять село, чем улучшить качество на селе. Что мы работали, творили, создавали свои
благополучия своим умом. А для этого создать системы ведения частных, личных подсобных хозяйств. Мы не должны уповать на коллективное хозяйство. Там в роли наемных рабочих находятся люди. Там самая низкая заработная плата. А если мы семейную экономику будем развивать, то каждый с малого до великого под руководством матери и отца работали бы и получили бы очень хорошее трудовое воспитание, навыки и продолжали бы традиции, которые в 1910-х годах Семен Петрович Барашко по совету Алексея Алексеевича создавал образцовое хозяйство. Именно развивая земледелие. На основе земледелия он развивал и скотоводство. Работая с землей, когда собственником каждая семья практически является. Именно они владеют, они распоряжаются, и они должны получить этой земли доход. Но только им надо в этом отношении помочь, об этом нам завещал Алексей Алексеевич Клоковский. Я думаю, придет время, мы обобщим и уроки Алексея Алексеевича Клоковского, выпустим специальную книгу, чтобы он был руководством действия каждой якутской семьи. Еще раз большое спасибо прежде всего организаторам, но в числе организаторов я Юрий Иванович, который сегодня большую награду получил за это, нашим ведущим.